К IV веку, когда это было создано, считалось, что в нем содержатся священные писания, нежели оно является священным писанием. Все основные ранние кодексы действовали как многие древние библиотеки, и все самые ранние экземпляры, будь то Синайский кодекс, Александрийский, Ватиканский, Вашингтонский и так далее, содержат христианские книги, которые мы сегодня не считаем священными писаниями. Таким образом, совершенно неверно утверждать, что включение ранней церкви в кодекс приравнивается к восприятию священных писаний. Это не обязательно так, если только вы не хотите возразить, что такие книги, как 4 Маковеев, Пастырь Ермы, Послание Варнавы, а также 1 и 2 послание Климента, которые сегодня ни одна церковь не признает как писание, должны быть включены в вашу Библию. Аналогичным образом, признание церковью книг не означает, что их способность сделать это дает им право на это. Сказать, что церковь дала нам Библию, это все равно, что сказать, что почтовая служба дала вам вашу почту. Ваш почтальон не является создателем почты, которую вы получаете. Они были написаны до того, как ваш почтальон или женщина-почтальон опустили их в ваш почтовый ящик. И даже несмотря на это, церковь — это служитель и помощник Писания, а не его источник. Вот почему я говорил ранее, что Библия создала церковь, а не церковь создавала Библию.